Ливень, град и шквалистый ветер. Какие последствия оставила после себя разгулявшаяся накануне вечером стихия, узнавали наши корреспонденты. Красные, сочные, сладкие, но безопасные ли? На улице города начали продавать арбузы. Шах и мат. Сегодня отмечается Международный день шахмат. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Погодные условия, установившиеся в регионе, вынуждают горожан все дальше откладывать пляжные принадлежности и лелеять надежду на скорое потепление. И если приближающееся окончание купального сезона вызывает у большинства горожан лишь легкие грезы, то не на шутку разгулявшаяся стихия приносит жителям региона реальные неудобства, а в отдельных случаях оборачивается настоящей трагедией. О последствиях прошедшего накануне проливного дождя с градом в сюжете Рената Музафарова. Проливной дождь и крупный град размером со спелую вишню. Апофеоз изменчивой погоды, установившейся в регионе этим летом, и увертюра приближающихся осенних холодов. Еще накануне в обед горожане радовались теплой солнечной погоде, планировали поездку на городской пляж после напряженного рабочего дня в душных офисах. Для многих первую почти за 2 летних месяца. А уже к 6 часам вечера над городом нависли грозовые тучи. Гром, молнии, обильные дождевые потоки, сменяющиеся ледяными осадками и множественные сообщения в социальных сетях, свидетельствующие об удручающих последствиях непогоды. Многие улицы, затопленные дождевой водой, оказались непроходимыми для пешеходов. С отдельных городских районов поступали заявления о сколах и царапинах, оставленных градом на кузовах автомобилей. Садоводы же были всерьез обеспокоены состоянием своего хозяйства. В коллективном саду номер 6 по четвергам обычно крупного наплыва дачников не наблюдается. Неполивной день по графику. Однако уже с раннего утра на садовых участках можно было заметить большое оживление. Град, но он совсем был мало. Мы не почувствовали ущерба. Ну, минуты 2, наверное. 2, даже не 2. Быстро прошел. Мимо, да, а где-то сильно было. Видно, что было вообще окружено было облаками, это самое, как вам правильно? Черные облака были. Да, ну, я думаю, сильный, предупредили, я и побоялся, хвостик. наверное, она все, наверное, побьет нас. Нет, мимо вот так вот, скос, наверное, все год прошел. Я его не застала, была дома, но ничего не побилось. Я посмотрела, ничего не побилось. Смотрел, нет, нормально все. Обошлось, значит? Да, обошлось. Ну, говорят, прошел. Ну, приехали вот посмотреть, все нормально. Пару минут, вот как горошинки, летели, буквально не больше 2 минут. И все прекратилось. Ну, слава богу, не побил. Да? Нет, вот можете ничего, посмотреть вот участок. смотрите, вот. Вот не помидоры, вот огурцы, ничего даже. Ничего не побило. К счастью садоводов, территории дачных участков ледяной шквал практически обошел стороной. Более того, ливень, затопивший городские улицы, едва промочил верхний слой чернозема. Растениям, как комментируют ситуацию дачники, в нынешний садовый сезон не хватает ни влаги, ни солнечного света. Вот поверьте, вы вот в городе, Сухо, у нас вот дети в городе сухо. живут, да? Вот мы сейчас копнешь землю, она сухая. Вот сегодня мы будем поливать, мы поставили брызгалки. Все опаздывает, все задерживается в росте. Все-таки тепла, солнца не хватает. Нету. Малина вот у нас, вы знаете, мы всегда очень много малины снимаем. Вы видите, нету нынче малины. Вот пион даже, вот обратите внимание, вот пионы, когда До вот в сих пор конце еще. июля Вон цветок на пион пионе. цветет. Он где-то уже в середине июня отцветает, а это еще до этих пор цветет. Конечно, урожай тяжеловато идет, потому что больше прохладной погоды, а тепла. Для всего нужно тепло. Для картошки, для огурцов, для помидор нужно нам только тепло, больше ничего. И если кроме суровых погодных условий хозяйству местных садоводов ничего не угрожает, то фермерам из Янчуринского района на днях довелось столкнуться с настоящей катастрофой, вызванной буйством стихии. Мелкий рогатый скот спрятался под деревом, когда погода испортилась и разразились дождь с грозой. Стадо овец и коз, всего 78 голов, упали намертво одним разом в результате удара молнии, после чего данные кадры стали достоянием интернет-общественности. Подобные трагические инциденты недавно фиксировались и в других уголках страны. Согласно метеорологическим сервисам, дождливая погода с прояснениями продержится в регионе еще не менее недели. Когда на территорию Башкирского Зауралья придет тепло и успеют ли горожане насладиться летним отдыхом в отведенные для этого календарные сроки, до сих пор остается под вопросом.
Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. А теперь к другой актуальной теме. Пару недель назад на улицах города началась продажа бахчевых культур. Стоит отметить, что наша страна является одним из лидеров по выращиванию арбузов. Несмотря на это, ежегодно из других стран к нам привозят около 60 тысяч тонн арбузов. И, как правило, это ранние сорта, которые радуют нас уже с июля месяца. Но именно к ранним арбузам у покупателей наиболее предвзятые отношения. Насколько сладкие и безопасные арбузы нынче, узнавали наши корреспонденты. Светлана Сергеева продает арбузы, завезенные из Южного Казахстана. Говорит, там погода стоит солнечная и в спелости ягод сомневаться не приходится. В этом деле она уже специалист. Торговлей бахчевыми занимается долгие годы. Наметанный глаз предпринимателя сразу замечает самых сочных и вкусных полосатиков. При выборе удачного арбуза нужно руководствоваться определенными правилами. Очень четкие, ярко выраженные белые полосы, зеленые чередуются, зеленая, белая полоса. Я вот в этой куче не могу вам даже найти неспелый арбуз, чтобы показать, как выглядит неспелый. Они такие, вот эта белая полоса, она размытая, она такая, зеленоватая, то есть не четко, четкого рисунка нет. Чтобы жители Сибая могли вдоволь полакомиться арбузами, Светланой Сергеевой специально был выбран сорт Crimson Sweet. Его период созревания составляет 2,5 месяца с момента высадки в грунт. К тому же эти ягоды удобны в транспортировке. По цвету и рисунку сорт очень похож на астраханские арбузы, только на свету более отчетливо блестит. На данный момент мы привозим арбуз с Южного Казахстана. Это Шымкент, где-то на границе с Ташкентом, недалеко от Ташкента. Поэтому многие люди говорят, что сейчас, очень рано, то есть еще не поспел арбуз. Но на самом деле это не так. Потому что в Казахстане, в Южном Казахстане, на данный момент очень тепло. И там жара 40, 45, 50 даже градусов. Поэтому арбуз, он созрел самым естественным образом. И мякоть у арбуза красная, рассыпчатая, очень сладкий арбуз на вкус. Даже покупатели говорят, вкус из детства приходит и говорят, что очень здорово, очень вкусный арбуз. И то есть напоминает вкус арбуза из детства. Ну а теперь о том, что больше всего волнует покупателей. Безопасны ли для здоровья июльские арбузы? Избегая голословности, предприниматели предпочитают сдавать каждую партию бахчевых на экспертизу, не говоря уже о том, что вообще разрешение на торговлю выдается только после соблюдения целого ряда условий. Я сдавала анализы в санэпидинстанцию, то есть многие люди же говорят, ой, нитраты, еще это рано, еще там что-то. Нет, мы боимся. Но показатели такие, если, например, на арбуз нитраты не более 60, данный вид арбуза, который я привожу, менее 36. Другие показатели даже в 10 раз ниже. Поэтому можно есть всем, от мала до велика, и старому, и молодым, всем можно есть. К ранним арбузам у людей двоякое отношение. Одни сомневаются в экологичности ягоды, другие, напротив, уверены. Арбузы сейчас даже вкуснее, чем в конце сезона. Я сегодня первый раз купила. Часто имеете в виду? Я в августе обычно начинаю покупать, часто покупаю так. Вообще ни разу не покупала. А почему? Потому что еще рано покупать. Надо в августе покупать арбузы. Почему вы так считаете? Они выращивают со всякими химикатами, чтобы они быстрее созрели. Арбузы еще ни разу не покупала, но я жду, когда в конце июля, начало августа. Почти каждую неделю. Я на улицу беру в таких местах, мне нравится вообще спелые. Они показывают нам, открывают, нарезают кусочек. Стоит отметить, что арбуз имеет высокий уровень содержания бета-каротина, цитрулина, антиоксидантов. Все эти компоненты повышают иммунитет и предотвращают преждевременное старение. Врачи рекомендуют в теплое время года обязательно включать в свой рацион ломтик арбуза. Ну а когда это теплое время наступит, в июле или сентябре, каждый решит сам. Антон Шерстнев, Александра Половнева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Сибае продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Напомним, это механизм, позволяющий решать отдельные социальные вопросы местного уровня при непосредственном участии населения в подготовке инициатив, их софинансировании, контроле за ходом реализации. Отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией при правительстве Республики Башкортостан. В рамках реализации программы в Сибае уже проведен определенный объем работы. В эти дни на сайте администрации городского округа города Сибай идет опрос населения.
Все желающие могут принять участие в опросе по программе поддержки местных инициатив. Ссылка для голосования активна на официальном сайте администрации Сибая. Гражданам предлагают отдать свой голос за предпочтительный потенциальный объект, на строительство или реконструкцию которого лучше направить финансовые средства. Среди вариантов – дороги, уличное освещение, благоустройство кладбища, капитальный ремонт водопроводных сетей, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство городского пляжа, детские игровые и спортивные площадки, приобретение аттракционов для парка культуры и отдыха, ремонт объектов образования и культуры и другое. Сообщается, что результаты данного опроса будут влиять на выбор проектов для участия в конкурсе программы поддержки местных инициатив 2018 года. В Сибае был зафиксирован случай нарушения федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. В результате по решению суда работодателю придется заплатить крупный штраф. Какое нарушение в сфере трудоустройства влечет такие неприятные последствия? В интервью помощника судьи Азамата Хунафина. Трудовые отношения между работодателем и работником, гражданином иностранного государства, регулируются не только трудовым, но и миграционным законодательством, в связи с чем возникает необходимость для оформления дополнительных документов при приеме на работу. Кроме этого, невыполнение определенных требований законодательства, связанных как раз-таки с оформлением трудовых отношений с иностранными гражданами, может повлечь за собой привлечение к административной ответственности работодателя. Так, из отделения по вопросам миграции в Сибайский городской суд поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении работодателя, юридического лица, согласно которому работодатель заключил трудовой договор с гражданином Китайской Народной Республики, однако не уведомил миграционную службу в установленный законом трехдневный срок. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что работодатель не исполнил надлежащим образом возложенные законом на него обязанности, поскольку не уведомил миграционную службу в установленный срок. По итогам судебного разбирательства в отношении юридического лица назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Любимое хобби помогает человеку расслабиться после работы, отвлечься от рутины по выходным, а в минуты душевных невзгод поднять себе настроение. Интересное увлечение способно максимально раскрыть творческий потенциал, а порой даже добиться признания в жизни. Но если для одних увлечений требуется лишь собственное желание, то для других необходим партнер. Таковы, например, логические игры, шашки, нарды. Мы же говорим сегодня о шахматах, ведь данному тренеру мыслительной деятельности посвящен праздник Международный день шахмат, который отмечается сегодня, 20 июля. Азамат Байрамгулов – представитель активной молодежи города, которого многие горожане могут знать по деятельности в молодежном парламенте при Совете городского округа. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, и потому одной политической деятельностью Азамат не ограничивается. Посвящать свободное время игре в шахматы – добрая традиция нашего героя с самого детства. С шахматами я увлекаюсь с детства, так как у меня папа еще со студенческих времен сам увлекался шахматами, и вот с детства так у нас в традицию вошло по вечерам играть в шахматы, провожать время за шахматным столом. Когда уже сам стал студентом, состою еще и в молодежном парламенте, и вот сам в молодежном парламенте курирую именно шахматное направление в нашем городе. Вы помните, мы снимали репортаж на переходящий кубок молодежного парламента по шахматам. В этом году у нас тоже не менее амбициозные планы по развитию именно шахматов в городе. А так скажем, интересное хобби, которое я по данной игре всегда стараюсь развиваться. Многие люди считают, что шахматы – игра для тех, кто от природы обладает высоким интеллектом. Однако это далеко не так. Исследования показали, что шахматы активизируют оба полушария мозга, улучшают творческие способности, концентрацию, критическое мышление и навыки чтения. Так что кто желает повысить свой интеллект, может смело начинать изучать основы игры в шахматы. Примером для меня является именно известный такой шахматист, он из Советского Союза, сам он политический деятель, это Илюмжинов Кирсан Николаевич. Он является президентом Международной
шахматной федерации, долгое время являлся президентом Республики Калмыкия, также главой Республики Калмыкия. И вот он именно в своей республике продвигает шахматный спорт. У нас калмыкские ребята, они всегда побеждают на российских шахматных соревнованиях. И это вот является для меня, так скажем, примером для подражания, к чему нужно стремиться, так скажем. Очень такой великий человек, который сделал очень много именно для развития шахматного вида спорта в нашей стране и в своей республике. Азамат Байрамгулов поделился с нашей съемочной группой еще одним интересным фактом. Данный стол, на котором играет наш герой со своими соперниками, а также шахматные фигуры, были сделаны собственноручно Азаматом и его отцом. Материал для изготовления был выбран самый распространенный – сосна. И потому такая необычная шахматная доска издалека смогла привлечь прохожих, которые вскоре присоединились к увлекательной игре. Ну, я занимаюсь шахматами с детства, вместе с братьями играли, а так... В 5-й школе я веду кружок по шахматам. Поздравляю всех шахматистов с Международным днем шахматиста. Желаю в будущем успехов, побольше соревнований, побольше побед. Хотел бы поздравить всех шахматистов нашего города. Их очень много. Вот даже сегодня поставили стол шахматный, да, с Фаязом привезли, и видите, уже желающие поиграть на шахматной доске. Действительно, даже по опыту проведения шахматных соревнований, у нас на шахматных соревнованиях более 50-60 человек набирается, да, именно школьников. Вот именно то, что увлекаются, это и спорт, и наука, и философия, вот, все в 3 в одном. Поэтому хочется пожелать творческих успехов в данном направлении, чтобы всегда развивались, не забывали вот данное направление. Пожелать, чтобы, конечно, побед и не допускали глупых ошибок, когда происходит игра в шахматы. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. С сегодняшнего дня в кинотеатре «Атмосфера» начинается показ 2 новых лент. Это военный экшен «Дюнкерк» и анимационный мультфильм «Заячья школа». Рубрика «Киноафиша» далее. Сегодня, 20 июля, во всемирный прокат выходит новая лента от признанного гения мирового кинематографа Кристофера Нолана. Фильм расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч британских солдат в ходе Дюнкерской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить громкую премьеру «Дюнкерк. Возрастное ограничение 16+». Другая премьера недели, на сей раз анимационная, носит название «Заячья школа» и предназначена для юных зрителей. Главный герой Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности, дружбы и собственном предназначении. Чем завершится история, смотрите в кинотеатре «Атмосфера» с 20 июля. Возрастные ограничения отсутствуют. Такими были новости четверга. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaitovo.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.